Работы по замене старого водопровода на улице Насыркорска начались несколько дней назад. Рабочие вырыли траншею для укладки нового водопровода. Его протяженность почти 1 километр. Из-за ветхости старых труб жителям Насыркорска приходилось нелегко. Частые порывы и аварии, зачастившие на этом участке ремонтники, отсюда и жалобы местных жителей. Постоянно в неделю 2-3 раза порывы полностью грунт труп очили, 225 труба, ПНД 16 атмосферная труба, его очили, старая, да, я. С подушкам еще Хабибич был, пройти забяли, так уже еще подушка бя, труп очил где-то, так 30 сантиметров, лак еще подушка, без пищан, подушка без. Шилилра турбо цака хама. Есть, все проблемы есть, он глубина метр 70 метров 80. Исправить ситуацию и положить конец их проблемам, согласно производственной программе, взялись специалисты ГУП «Единый оператор» в сфере водоснабжения и водоотведения Ингушетии. Ввиду того, что мы начали эту работу, соответственно, определенных улицах население будут чувствовать перебои с водоснабжением, а именно улица Московская, дома, может быть, выше 2-го этажа могут быть перебои с водоснабжением. Работу мы планируем завершить числа 25-го. Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения в регионе заработал с прошлого года. По итогам совместной работы муниципальных образований и Министерства энергетики и ЖКХ завершили инвентаризацию всех водопроводных сетей. Создание оператора позволило сократить расходы на восстановление и обслуживание. Ведомство теперь может работать на нескольких самых проблемных участках одновременно. За 2024 год запланировано еще несколько улиц. Мы несколько улиц работу и сделали. Это по Базоркина мы прокладку трубопровода в этом году завершили, и Горчханова. Далее у нас есть еще несколько улиц на 2024 год. Вместе с прокладкой нового водопровода для жителей улицы Насыркорская есть и другая хорошая новость. Отремонтируют и дорожное покрытие, поэтому прежде чем уложить новый асфальт, здесь решили решить вопрос с ветхими трубами. Зелимхан Калуев, Адам Мережков, Али Зязиков, Магаз 24.